На этих мониторах весь Магаз как на ладони. Почти 40 камер видеонаблюдения постоянно стоят на страже правопорядка в столице. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» позволяет в режиме реального времени следить за состоянием на дорогах республики, быстро реагировать на правонарушения и оперативно скоординировать работу спасательных служб. Здесь, в ЕДДС Магаза, на одном мониторе выводится картинка со всех столичных камер. В рамках внедрения АПК «Безопасный город» в городе Магаз был создан правоохранительный сегмент, включающий в себя 39 камер видеонаблюдения, обеспечивающих круглосуточное видеонаблюдение, и консуль экстренной связи, гражданин полиция. Данные изображения с камер видеонаблюдения, установленных в городе Магаз, выведены на мониторах ВДС города Магаз, также УФСБ России Пари, МВД Пари и Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия. Если доступ для просмотра в режиме реального времени есть у нескольких служб, то архив видеозаписей только у сотрудников ГКУ «Безопасная республика». Камеры различных модификаций. Самые дорогие, а их 4, позволяют при помощи многократного зума разглядеть даже мелкие детали. О таких возможностях, как прочитать номер автомобиля или опознать лицо человека, и говорить не стоит. С этим аппаратура справляется без проблем. 4 из 39 камер являются купольными. Они установлены на Соборной мечети, одна, аллея Кадырова перед входом, по улице 65 лет Победы 3 купольные есть еще. И 4 это башня Согласия. 4 камеры. Все остальные 35 камер являются стационарными. С таким же успехом видеонаблюдение работает и в темное время. На кадрах ночной Магаз. А по картинке и не скажешь, что снято это ночью. Больше всего камер установлены на центральной аллее. Здесь 6 камер видеонаблюдения, которые круглосуточно следят за порядком в столице. От зоркого глаза большого брата на этом участке трудно скрыться. Видеонаблюдение не раз помогало раскрыть преступления. По словам работников учреждения, видеонаблюдение часто помогает при раскрытии краж, пропажи людей или других нарушениях. Пару лет назад по камерам удалось опознать 3 воров, которые угнали автомобиль с парковки гостиницы. Злоумышленники приехали в столицу на машине, припарковали ее во дворе неподалеку и оттуда пешком направились для угона Toyota Camry. А совсем недавно при помощи видеонаблюдения отследили пропавшую девочку. После внедрения правоохранительного сегмента на территории города Магаз сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющие свои обязанности по охране правопорядка, неоднократно были обращения в адрес ГКУ «Безопасная республика» с просьбой предоставления данных с камер видеонаблюдения. Данные, которые запрашивались, были предоставлены, и в некоторых случаях даже были раскрыты некоторые преступления. Доступ к комплексу есть и у столичной администрации. Видеонаблюдение не раз помогало при обнаружении вандалов, которые портят вид города, воруют люки. Также для повышения безопасности на дорогах республики установлено 55 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Это помогает значительно снизить аварии. Количество нарушений ПДД уменьшилось в 2,5 раза. Камеры очень полезны. Во-первых, видно все, контроль, понимаете, где что, какое-то нарушение, что-то мусор. Самое главное, где выбросили мусор. Будет видно, очень полезна камера. Мы считаем, очень даже хорошее дело. Камеры вообще должны быть. Особенно правила дорожного движения будут соблюдать. Самое главное, где камеры, у нас они чуть-чуть замедляют. Это очень, даже мне приятно, что они стоят, эти камеры, и водители чуть-чуть боятся. Внедрение комплекса «Безопасный город» делится на несколько этапов. Предполагается автоматизация единых диспетчерских служб всех муниципальных образований республики, установить более 500 камер по всему региону, а также 2 комплексов предупреждения лесных пожаров, нескольких сейсмостанций, постов мониторинга параметров окружающей среды. Муслим Ганиев, Мухаммед Билакиев, Новости 24.